Добрый день, в эфире новости, в студии Жаңыл Мырза Шинбекова. 30 лет, как советские войска покинули Афганистан. Сегодня эту дату отмечают во многих странах бывшего Советского Союза. В течение 9 лет ограниченный контингент советских войск находился на территории Демократической Республики Афганистан, оказывая поддержку правительственным войскам против отрядов радикальных исламистов. Эти бандформирования маджахедов в дальнейшем стали главной противоборствующей силой. С ней сражалась советская армия. Всего за годы военных действий через Афганистан прошли 546 255 советских солдат и офицеров. И сегодня в Бишкеке по случаю 30-летия вывода войск из Афганистана прошло торжественное мероприятие с участием президента. Выступая перед ветеранами и участниками афганской войны, глава государства подчеркнул, что в рядах многонациональной советской армии были более 7 тысяч кыргызстанцев, которые исполнили свой долг, показали пример героизма. 247 из них были удостоены высоких госнаград СССР. 2 воина удостоились высшего звания Героя Советского Союза. Уроженцу села Арсламбу Пожской области Юрию Исламову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Такой же высокой награды удостоился и уроженец Сокулукского района Сергей Гущин. После была объявлена минута молчания в честь соотечественников, геройски погибших в афганской войне. И в заключении мероприятия ветеранам главнокомандующий вооруженными силами Сооронбай Жээнбеков вручил награды. Болгон соғышында азырда мына тизмени көрдүңүздөр 248 кыргызстандык биздин мекендештерибиз. Длившаяся более 9 лет афганская война оставила неизгладимый след в сердцах миллионов людей. Тысячи соотечественников лишились своих сыновей, братьев, отцов и мужей. В афганской войне погибли 248 наших соотечественников, кыргызстанцев. Все они были удостоены высших госнаград СССР. 2 воина удостоились высшего звания Героя Советского Союза. 1500 солдат получили ранения. Молодые ребята стали инвалидами. Мы преклоняемся перед мужеством всех наших соотечественников, которые с героизмом исполнили свой воинский долг. Отдаем дань памяти и восславляем доблесть героев, сложивших свои головы в бою. За годы независимости мы узнали настоящую цену мира и стабильности. Не понаслышке знаем, насколько опасен международный терроризм и сепаратизм. Наш народ никогда не забудет, как воины-афганцы одними из первых пришли на помощь, чтобы защитить интересы государства и народа, когда Родина была в опасности. И сегодня воины-интернационалисты являются авангардом сил безопасности. Ваш житейский опыт и сейчас необходим вооруженным силам, правоохранительным органам, государственным и общественным организациям. Выговоры строгие и много. На свой счет на сегодняшнем заседании правительства такое наказание получила Гульмира Кудайбердиева. Министру образования замечания вынесли за скандал с учебниками, в которых обнаружилось множество ошибок. Так еще и правоохранительными органами выявлено немало нарушений закона при разработке и подготовке к тиражу этой крупной партии учебных пособий. Не полностью выполнены задачи, поставленные перед Минобразованием и по обеспечению школ доступом к интернету. Досталось и министру здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, и главу фонда обязательного медицинского страхования отчитали за неэффективную работу по внедрению электронных рецептов в рамках программы «Доступные лекарства». Министр экономики Олег Панкратов получил выговоры за некачественную работу по защите законопроекта об инвестициях. Вместе с ним наказан и директор профильного ведомства Агентства по привлечению инвестиций Адылбек Улу Шумкарбек. Кроме выговора были вынесены статс-секретарю Минкультуры Бактыбеку Секимову и директору Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакыту Абдиеву. В свою очередь и председатель Госагентства по миграции Болотбек Ибраимжанов и директор Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев отделались предупреждениями. Кандидат в президенты и депутаты должны иметь высшее образование и не иметь уголовного прошлого. Такие поправки в законодательство предлагает депутат Кенжибек Букоев. Автор документа хочет таким образом ликвидировать противоречия. Например, сегодня глава Айлюкмөту или госслужащий любого другого уровня должен иметь высшее образование, а президенту и депутату это не обязательно. Кроме того, в милиции нельзя служить, имея уголовное прошлое, а быть главнокомандующим страны можно. Подробности в нашем следующем сюжете.
В милиционеры нельзя, а в главнокомандующие – пожалуйста. Законодательство страны противоречит логике. Исправить это намерен депутат Кинжебек Букоев. Народный избранник предлагает запретить баллотироваться в президенты и в депутаты Джугурку-Кенеша лицам, имеющим судимость. Эту норму он уже пытался ввести в прошлом созыве парламента. И тогда документ даже прошел первое чтение. Однако коллеги по законотворчеству документ отклонили. В новом проекте закона условия смягчены, но они по-прежнему не позволяют судимым выдвигаться на высшие государственные посты. После принятия в комитете были в социальных сетях очень бурные обсуждения. Якобы этот закон принимается для того, чтобы не пустить в 2020 году на выборы некоторых политиков. Я четко заявляю, что те политики, которые были осуждены по политическим заказам, они должны быть оправданы судом. То есть если человек оправдан судом после отсидки в тюрьме, ему зеленая дорога. Хоть президента, хоть депутата Джугурку-Кенеша. Я приведу пример, что из наших политиков, которые были заключены под стражу одной властью, на следующий раз они были оправданы. Это Феликс Кулов, это Исмаил Исаков, которые после того, как они вышли из тюрьмы, они были оправданы. И им сейчас зеленая дорога. То есть я предлагаю, что эта норма не для одного-двух человек. Это пишется для чистки от криминала, чтобы не пустить криминал в высшие государственные власти. Закрыть доступ во власть парламентарий предлагает и лицам без высшего образования. Тут тоже есть серьезные противоречия в законе. Не имея диплома, сегодня нельзя попасть на госслужбу. Но зато в парламент или на пост главы государства запросто. Говорить о качестве законов в этом случае стоит вряд ли. Инициаторы не требуют от кандидатов наличия юридического образования, без которого сложно понять многие особенности законотворчества и госуправления. Но хотя бы образование в другой сфере быть должно. Любой гражданин, который не имеет высшего образования, не может стать государственным служащим или муниципальным служащим. Но в то же время он может стать президентом Кыргызской республики и депутатом Джугурку-Кенеша. Это нонсенс. Поэтому я предлагаю, чтобы кандидат, который хочет стать президентом и депутатом Джугурку-Кенеша, имел обязательно высшее образование. Раз он не может стать простым госслужащим, то он не должен быть и президентом. Но сегодня без высшего образования он может стать и президентом, и депутатом Джугурку-Кенеша. Коллеги Букоева по законотворчеству говорят, ужесточение условий участия в выборах сегодня требуют и граждане. Причем вводить жесткие меры нужно не только в части высших должностей, но и на местных уровнях. Сегодня неоднократно поступают сообщения о наличии у того или иного депутата местного Кенеша связи с криминалом. На местах тоже очень много поднимает вопросов, чтобы человек, который избирается в Аильные Кенеши или в Джугурку-Кенеш, был с высшим образованием. Но с депутатами есть одна оговорка, потому что этот человек не обязательно должен быть с высшим образованием, он должен представлять интересы народа. Вот он, как человек, представитель народа, да, депутат. В этой части надо посмотреть, что мешает, надо статистику, да, надо исследования какие-то сделать. Но таких запросов очень много. Любой Аильный Кенеш, любое село, они просят, что сейчас состав и качество аильных кенешев очень снизился, и они просят, чтобы посмотрели на критерии отбора. Что касается судимости, я полностью согласна, потому что это все равно человек, который был осужден, это пятно на его репутации, это репутационные потери, да. Эксперты говорят, что изменить эти нормы было бы неплохо, но они закреплены Конституцией, а значит, нужны поправки в основной закон. И таких норм, требующих поправок, немало. Чем руководствовались инициаторы этой нормы, сказать сложно, вспоминает один из участников Конституционного совещания Ишимбай Кадырбеков. Но пойти на уступки в этой части авторам действующей Конституции пришлось. Когда обсуждалось за круглым столом эту норму, именно круглый стол общественность ввел как дополнение. И Текебаев вынужден был согласиться для того, чтобы был определенный консенсус. А так, если бы возможность была это исправить, я бы с удовольствием поддержал. Трудно мне понять тех людей, которые предложили, причем это не один, я даже их знаю на лицо, фамилию уже не помню, но логику их я не понял. И, между прочим, в конструкцию Конституции было внесено много вот таких подобных поправок, которые, в принципе, всю отдельные положения конструкции разрушили. По словам инициаторов, на введение новых норм уже есть заключение Конституционной палаты. Сейчас документ рассматривается в комитетах. После его внесут на обсуждение парламента. Игорь Потанин, Алтынбек Каныбекулу, НТС.
Защита осужденного лидера политпартии Атамикена Омирбека Текебаева направила в Первомайский суд ходатайство о пересмотре уголовного дела против него. Об этом сообщили юристы правовой клиники «Адилет», которые в данное время представляют его интересы. По данным адвокатов, основания для пересмотра есть, и теперь это возможно сделать в связи со вступлением в силу новых уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Адвокаты подчеркивают, что параллельно направили в Генпрокуратуру письмо о неправильном подсчете ГСН срока перевода политика в колонию поселения. По словам юристов, ГСН не учли, что по амнистии срок политику должен быть сокращен на 2 года и 8 месяцев. С этим учетом Текебаев должен быть переведен из исправительной колонии 47 в колонию поселения уже в марте этого года. Отметим, главный свидетель по делу Омирбека Текебаева, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский, был арестован по факту вымогательства $37,5 миллионов за нераспространение порочащей информации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Принимая во внимание его показания, суд признал виновными в коррупции Омирбека Текебаева и Дүйшенкула Чотонова и приговорил их к лишению свободы сроком на 8 лет. Подполковника милиции поймали с поличным при получении взятки в $1700. Об этом накануне сообщили в антикоррупционной службе ГКНБ. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками АКС совместно со службой внутренних расследований МВД. Деньги вымогал сотрудник следственной службы по расследованию особо важных дел. Эту сумму запросил у фигуранта уголовного дела. Подполковник милиции задержан. Чтобы спасти жемчужину Кыргызстана и ее обитателей, нужно отказаться от использования полиэтилена. Законопроект о запрете пластиковой тары и пакетов в Иссык-Кульской области предложила инициативная группа. Свое предложение авторы объясняют необходимостью улучшения экосистемы озера. На территории Иссык-Кульской области сегодня более 80 санкционированных и незаконных свалок. Как известно, львиную долю мусора составляет именно микропластик, который в большом объеме находят как в прибрежной зоне, так и в самих водах Иссык-Куля. Этот токсичный мусор представляет угрозу экологии, так как есть большой риск исчезновения целого ряда видов рыб и земноводных. Разработчики документа считают, что избавиться от пластиковой тары в области помогут штрафы за ее использование. Ориентировочно они могут составить 5500 сомов. С сегодняшнего дня родители будущих первоклассников могут записать своих малышей в 1 класс. Заработала электронная очередь, но пока только по столице. Сделать это можно на сайте по адресу mektep.edu.gov.kg, где необходимо указать номер школы, в которую должен пойти ваш ребенок. С учетом официальной прописки родителям будет представлена та школа, к которой ребенок относится по микроучастку. В электронном формуляре необходимо будет указать данные одного ребенка из свидетельства о рождении, адрес в соответствии со справкой с места жительства, электронный адрес родителя. После того, как директор указанной школы просмотрит заявление и не выявит там каких-либо ошибок, на почту родителю придет уведомление о том, что заявление принято. Как только родители его получат, можно отправляться в школу вместе со всеми оригиналами соответствующих документов. До 15 мая через электронную очередь принимаются заявки по микроучастку. С 15 мая по 15 августа рассматриваются возможности зачисление ребенка в школу вне микроучастка. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.